что, друзья, мы выезжаем на первый паром, который отходит в 6 утра. Сейчас забираем прицеп. И так начинается наш путь до поселка Чурман. Мы сейчас на паритете. Заполняем полный бак. 6, первый и второй причал подходит. Все, мы теперь на другом берегу и готовы ехать дальше. Здравствуйте, мы в Алдане. Осталось немного перейти перелом. Такой смены погоды, думаю, сложно увидеть в течение одного дня. Теплый солнечный день сменился пасмурным небом, понижением температуры, а затем вообще повалил снег, и под колесами нашего внедорожника сухой асфальт сменился коркой льда. Мы сейчас проехали город Алдан. Я думал, что будет снег, но не думал, что так много. Вот, сейчас нас на подъеме немного поводило из стороны в сторону, включили 4 ВД. Сейчас поедем дальше. Слишком много снега для первого раза. Там проход-то есть, там на цепях буксуют, не могут подняться. А на ту сторону спускаться с Китая сколько там или посыпано? Да не посыпано, но на ту сторону как бы поменьше. Я спускался, вообще прямо верняк подрывает. И на тормоза тоже, на второй потихонечку еле спустился. Они прилипшие и справа, и слева стоят, если на эту сторону. Вот, смотри, слетела машина. Ну что, снегопад достаточно сильный, постоянно идет снег, гололед. Вот. Как будто прям уже не сентябрь, а ноябрь. Есть речка. Ну, смотри, там две машины. Граница Нерюнгринского района. Добро пожаловать в Южную Якутию на рыбалку. Тут перед каждым подъемом такая ситуация. Хорошо, что мы заправили полный бак в Алдане. Сзади машина. Все, Арсен стал диспетчером. Он предупреждает водителей о ситуации, которую мы только что проехали. Так, мы прибыли в город Нерюнгри. Сейчас будем размещаться. Завтра выезд, пошел град, второй день нашей поездки. Вот. Сегодня будем настраивать самолет Валерой. Новая лодка абсолютно. 470-я стрела с фальшбортами, с усилением транса. Solar стрела 470. Цвет пиксель. У нас идет дно нового цвета, серого, нейтрального. Почему? Чтобы летом оно не грело сильно. Обычно здесь днище было черное. Дальше у нас идет бронирование днища и баллонов по привальный брус. Соответственно, выведена сюда тарга, сделана специально. Фальш-борта дополнительные. Ну, безопасность, во-первых. Также у нас выведены внутрь клапана. Дальше у нас впереди есть носовой тент. Это очень выгодно и удобно заходить в пороги, если ты находишься на категорийной горной реке. Вот. У нас еще есть из дупа дополнительный бак из 65 литров. Четко сюда встает, сверху становится лавочка, здесь сидишь спокойно и крутишь. Также у нас присутствует усиление транса. Усиление транса идут косынками.
И дополнительные тяги, что усиливает при большом моторе, который весит очень сложно и тяжело. Также у нас установлены дополнительные трансово-адаптивные клипы. Это очень универсальный размер лодки. Его ширина, это тоже определенный штурмовик, чтобы проходить в определенные пороги. Допустим, проходить там определенным милям. Ну и вообще он такой больше по притокам. И куда-то, если, допустим, собраться вдвоем, я думаю, это самая золотая середина. Быть, да? Ну вот втроем будем пробовать, нынче сами посмотрите, сами снимите все, сами увидите, как это будет выглядеть. Так, мы на реке Чульман. Накачиваем лодку. Вот ребята с Тындой. Привет. Наш путь пролегал по живописной реке Тимптон, где мы уже были в прошлом году. Прошлогодняя поездка оставила в моей памяти неизгладимые впечатления и треснувший алюминиевый интейк. Воды было больше, чем в прошлом году, и мне показалось, что шли мы гораздо спокойнее. Тем не менее, в паре мест вылетали на мель. Как настроение? Отлично. Мокрый, правда, есть. Вот эта река Меленкян впадает в Тимптон. Здесь мы тоже сделали остановку на рыбалку. Да, есть! Далее нам предстоял заход в приток Тимптона, реку Анамжак. Именно там должно было быть место нашего основного лагеря. Камера такого не передает, но ты видишь перед собой лестницу из камней, которые уже целую вечность омываются водой, и чтобы подняться по этой лестнице, тебе требуется ухватиться покрепче за румпель и неистово маневрировать, изредка возвращая выскочившее моторное место, привставать с сиденья в особо напряженных местах и кричать напарнику громкое «Куда?», когда твоя голова уже не справляется с лабиринтом камней. Ведь, как известно, одна голова хорошо, а две еще лучше. Вот эти камни нам не дались. У нас получилась перегрузка системы навигации. В общем, да, стащили лодку. Вот так надо было пройти, да? Так, мы прибыли на место лагеря. Река Анамжак. Здесь будем ставить палатки и рыбачить. Тут уже поймали пару рыб. Так, ну что, мы спустились на пару порогов вниз, покидали, пока ничего нету.
рыбы нет. Здесь рыбы нет. В этот день Игорь приготовил отличное блюдо. Рецепт прост. Печень, сердце и икру разделанной рыбы мы не выбрасываем. Жарим на сковородке лук, добавляем туда внутренности рыб и доводим до готовности. Вкус просто непередаваемый. Игорь, в чем секрет блюда? В том, что он от благородных пород рыб, приготовленный в тайге на костре, с душой, с чувством, с толком, с расстановкой. Вкуснятина, пошлите кушать. Помните, рассказывал о лестнице? Наш лагерь стоял около еще более крутой гряды камней, и в этот день мы решили подняться повыше. Поймали что? 3 штуки. С кого? Леночек. Миша, погнали. Друзья, мы сейчас на верховьях Анамжака. У него получается лепесток узкий. Его надо быстрее тянуть. А если бы у тебя был такой, как Фокс, 5, там, 4. То есть разница огромная с этим лепестком. Да. Этот идет в натяг, а это надо быстрее. Хорошо. Но, с другой стороны, быстрее если тянешь, это провокация для него. То есть быстро от него что-то уходит, он быстрее схватывает. Ага, понял. Спасибо. Полным ходом идут соревнования. Кто поймает трофейного тайменя? Ловись, таймень, трофейный, не трофейный. Сиреневая! Solar 470, стрела, старт с мили. О! Он тоже тянет, смотри! Левее, Валера. Смотри, тот тоже тянет. Я забрал. Отпускай. О, я поймал. Спасибо, Арсен. Че, братиш? Зацепился, да? Понял. Иди сюда. Иди сюда. Ой, меня зацепило. Вот это! А Валера что-то тянет. Опа!
Короче, съездили на рыбалку. Чуть повыше поднялись. Блюдо для повара. Да, там не Давайте, ребят, всем приятного аппетита. Ночи уже холодные. Все затопили печи. Я вот мотал, я не знаю, сколько бензина перемотал, но больше бочки-то однозначно мне хватило батареи. Здесь 2 пальчиковые батареи, хватает на бочку бензина, то есть 200 литров. Удобно, очень удобно. Ну и там воронку, вот эту большие баки, сам понимаешь, в лодке, на реке. Сейчас накачиваем дно лодки. Я задумался про гелевый аккумулятор, потому что автомобильный вот так вот он в таких поездках сильно высаживается и потом сложно ему восстановиться. Судья наивысшей категории по драгу на водомоторной технике Валерий Бадоев. 3 стрелы, 470 именно Солары. Сейчас посмотрим, насколько идет разница. В этом небольшом соревновании участвовали 3 одинаковые модели лодок Solar 470 «Стрела». Единственное, на моей лодке не было трансовых плит, и как мы видим, они дают преимущество на старте. Лодка не поднимается вверх, а сразу выходит на глиссер и набирает скорость. Несмотря на то, что соревновательный момент был между 2 лодками, я на этом примере сделал для себя некоторые выводы по поводу трансовых плит. И забегая вперед, хотел бы отметить, что после этой поездки в конце сезона 2019 года отправил лодку на завод Solar, в том числе для установки плит. Какая была вторая веская причина отправить лодку на завод, вы увидите далее в этом сюжете. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на реке Тимтон. Вчера мы переместились с Анамжака. Слет, трофейный таймень, плавный перетек в ловлю хариуса. В этом замечательном месте хариус клюет как никогда. Корезочек маленький, но вкусный. Очень вкусный. Все, что мы сегодня наловили, значит, за 15 минут. Сложно посчитать. Только что было солнце и сразу бак, и дождь, град, это погодка. Да! Портативный гараж. Вчера у нас произошел небольшой инцидент, не вписались в поворот и налетели на дерево, порвали передний баллон, общими усилиями заклеили. Баллон теперь выглядит так, и в принципе он достаточно будет для того, чтобы вернуться до поселка Чульман. Вот. Хотелось бы сказать, что без переднего баллона на глиссере Solar прошел 7 километров. На Тимтоне мы ночевали вот на такой базе небольшой. Иногда приходит тут медведь, ворошит мусор, грызет канистры. Вот. Сейчас собираемся и едем домой. Так, мы снова на базе Тимтон. Баллон себя показывает хорошо, особо не спускает.
прибыли в Черло. Хотелось бы сказать про интейк вездеход, приобретенный в магазине X-Motors после большого количества ударов. Очень хорошо выглядит по сравнению с тем интейком с родным, который треснул в прошлом году на Кимптоне. Ну что, друзья, подошло к концу наше путешествие. На автомобиле мы проехали около 1600 километров, и хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить компанию Паритет за предоставленную поддержку. Спасибо большое, ну и, конечно же, удачи на дорогах. Это была отличная поездка, великолепная природа Южной Якутии, компания единомышленников, азарт рыбалки, пороги горных рек и неописуемые воспоминания. Учитывая близость города Нерингри к Новосибирской области, лодку я решил отправить на завод «Солар» для качественного устранения пробоев и установки допов. Нужно отметить, что лодка уже пришла обратно в Якутск и ждет начала водомоторного сезона 2020 года. Ну а пока в условиях самоизоляции появилось больше свободного времени, и я думаю, успею вас порадовать еще несколькими сюжетами по этой тематике. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Валерию Бадоеву за отличную организацию слета. По секрету скажу, что в этом году Валерий организует грандиозную экспедицию. Подробности в этом ролике. Водно-моторный экстрим. Проект команды Pro Extreme «Становой хребет». Горные реки Якутии и Хабаровского края. Самый сложный водный маршрут 4-й категории сложности. Восхождение на Токинский становик. Штурм легендарного Муламского порога. С 1 по 20 июля этого сезона 25 участников. Город Нерингри, Якутск, Тында, Благовещенск. Водометная экспедиция 2020. Приглашаем к сотрудничеству спонсоров и партнеров. Телефон 8 914 116 6000.